Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши. Бул жумада Россия Федерациясынын мамлекеттик думасында депутаттар арасында көптөгөн миграция тууралуу дискуссия болду. Ал дискуссияда болсо закондо өзгөрүү киргизүү сунушталып жатат. Михаил Геннадьевич Делягин деген депутат мырзадан көптөгөн сөздөр айтылды, жакшы сөздөр да айтылды, жаман сөздөр да айтылды. Азыр 20 мүнөттүк видео экен, көңүл буруп көрүп коюңуздар. Сөз баштарынын астында биздин YouTube каналды колдоп, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Миграция жаатында эң керектүү маалыматтарды ушул биздин каналдан көрө аласыздар, мекендештер. 23. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации в части установления предельной доли иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики, и установления запрета их привлечения к трудовой деятельности. Доклад Михаила Геннадьевича Делягина, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, настоящий законопроект всего лишь обобщает опыт почти трети российских регионов, главы которых, кстати говоря, в отличие от нас, принимают меры по защите населения своих регионов от потока ничем и никем не контролируемой, но очень эффективно направляемой миграции, которая прямо сейчас стирает нашу страну и нас с вами с лица земли в прямом смысле этого слова. Даже по официальной статистике она запаздывает. В 2021 году только с целью работы, без воссоединения семей, без так называемого туризма, без переезда, только с целью работы к нам въехало 2,6 миллионов иностранцев, только легальных. В 2022 их было уже 3,5 миллиона приехало, рост более чем на треть. Если брать тех, кто встал на учет в России, иностранцев, в 2022 году их было 13,4 миллиона, в прошлом году их было уже 16,9 миллионов, рост более чем на четверть. Повторюсь, это без нелегальной миграции, это без нелегального пребывания, их уже почти 15% населения, даже по официальным данным. Так что нас стирают с лица земли в прямом смысле этого слова, при нашем с вами попустительстве. Законопроект предлагает, учитывая имеющийся опыт, позитивный опыт, потому что ни в одном регионе, который ввел ограничения на труд так называемых трудолюбивых соотечественников, никаких реальных проблем, кроме улучшения условий жизни местного населения, не наблюдалось. Законопроект предлагает запретить использование труда иностранных граждан, во-первых, в розничной торговле, кроме магазинов, во-вторых, в сухопутном пассажирском транспорте, в легковом такси и арендованных легковых автомобилях, в автомобильном грузовом транспорте, в строительстве, в государственном здравоохранении и государственных социальных услугах, подчеркиваю, только государственных, в начальном и среднем образовании. Это не так много. В отношении остальных статей, в отношении остальных видов деятельности, по видам АКВЭД, предоставить правительству Российской Федерации право устанавливать квоты для иностранных граждан, но не более 5% занятых в каждой сфере услуг. Дорогие коллеги, мы сейчас присутствуем при чудовищном провале нашей миграционной политики и чудовищной катастрофе нашей политики национальной. Мы видим массовую этническую преступность, в том числе носящую характер абсолютно национальный, националистический. Мы носители русской культуры, которая интернациональна по своей природе. Но к нам применяют абсолютно этнические представления. Уже задерживаются банды трудолюбивых соотечественников, которые избивают и глумятся над гражданами России по национальному признаку, просто за то, что они русские, в том числе в городе Санкт-Петербурге. Мы видим этнический террор против себя, который носит этнический характер не потому, что там кому-то человек не понравился, а потому что он в России неправильной русской национальности. Мне офицеры ФСБ рассказывают, что они понимают, что они абсолютно бесправны и беззащитны перед той или иной этнической группировкой. Что если на улице офицер ФСБ случайно поссорится с выходцами из соответствующих государств, то шансы на правовую защиту у него практически нулевые. Это их мнение. Они с этим сталкиваются достаточно давно. И мы с вами с этим сталкиваемся достаточно давно.
Если кто-нибудь из нас на улице, опять-таки, зацепится с бандой или стаей соответствующего происхождения, шансов на правосудие у нас с вами практически нет, насколько я могу судить. Мы видим смену этнокультурного баланса. Мы видим миллионы тех, кто не просто не хочет, кто, даже если захочет, не может интегрироваться в наших школах. В наших школах наблюдается ад. И далеко не только в мигрантских гетто, в которых превратились не только котельники, не только в Бирюлево, в Москве, извините. Просто Москву очень часто называют уже другим словом, более, так сказать, аульным. Раздача паспортов, раздача гражданств вертолетным способом, чтобы не сказать самосвалами, привела к тому, что у нас уже прямо сейчас, ну, скажем, мои знакомые, которые в начале 90-х приехали вот сюда из одной из республик Северного Кавказа, родили здесь детей, нормально живут, нормально интегрированные, они вынуждены возвращаться обратно, потому что у их детей в московской школе, в обычной московской школе, которая на хорошем счету, в классе такое количество детей-выходцев из Средней Азии, которые просто не понимают по-русски и не хотят понимать по-русски. И не хотят слушать учительницу, потому что она женщина, а как можно подчиняться женщине, вообще обращать на нее внимание. Они вынуждены забирать детей обратно на Северный Кавказ, потому что там они могут их хоть чему-то научить. А в Москве это уже в некоторых местах физически невозможно. И это сделали мы, потому что мы отказываемся от гарантии прожиточного минимума, получаем ценовую конкуренцию, получаем невозможность работать для тех, кто должен платить ЖКХ и кредиты, получаем наплыв когда-то дешевой рабочей силы, а сейчас уже в силу власти этнических группировок и дорогой, мы получаем ликвидацию технологического прогресса. Мы сами видели, я думаю, все видели эти ролики, людей, которые за обещание не таких уж и больших денег готовы убивать нас с воплем восторга. И все, кто хотел этот вопль, слышал своими ушами. Мы видим людей, которые не понимают никакого другого языка, кроме отрезания ушей в прямом эфире. Потому что они просто не воспринимают язык, который им непонятен, русскую речь. Они здесь, они среди нас, они, так сказать, прекрасно себя здесь чувствуют. И они считают, что это их земля, что их задача, некоторые из них, вытеснить нас отсюда. Большинство из них хорошие люди. Большинство из них прекрасные люди, действительно трудолюбивые и добросовестные. Но это мы своей неосмысленной политикой, точнее отсутствием политики, превратили их в реальную угрозу для России. И время терапевтических мер кончилось. Поздно пить боржоми, дорогие друзья. Нужно применять в России во все те меры, которые в своих регионах уже применяют наиболее ответственные руководители регионов. А если кому-то не хватает рабочей силы, простите, им столько гражданства раздали, что рабочей силы хватит. Спасибо. Доклад Казбек Куцукович Тайсаев. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые товарищи, данный законопроект предлагает внести изменения в статью 18 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации в части установления предельной доли иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики, установления запрета их привлечения к трудовой деятельности. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, по экономической политике, по социальной политике, по федеральному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера не поддерживают законопроект. 38 законодательных органов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации законопроект также не поддержали. Законопроект дублирует уже существующий и более глубокий механизм установления правительством Российской Федерации предельной доли иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики, который уже сейчас позволяет оперативно реагировать на возникшую потребность в трудовых ресурсах с учетом обеспечения приоритетного права на трудоустройство граждан Российской Федерации. Правительство Российской Федерации не поддерживает данный законопроект. Комитет по делам СНГ предлагает отклонить. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы?
Есть, включите запись. Покажите список. Выбрано, Анатолий Борисович, пожалуйста. Спасибо. У меня вопрос к докладчику. Уважаемый Михаил Геннадьевич, идейное решение, которое вами закладывается в законодательную инициативу, понятно. А скажите, пожалуйста, как вы видите механизм реализации проектируемых новелл с точки зрения контроля и надзора в том числе? Спасибо. Можно, да? Вы знаете, мы с вами здесь заслушивали министра внутренних дел, который весьма убедительно и успешно говорил о том, что миграционная служба работает. И действительно уровень легализации растет, хотя можно обсуждать конкретный уровень этой легализации, но доля легализации увеличивается. И говорить, что мы не видим ничего, нет, мы довольно много видим. Да, у нас драматически расходятся данные Следственного комитета МВД, насколько можно судить по масштабам преступности мигрантской. Но, тем не менее, так сказать, силовые административные возможности у нас есть, тем более в условиях всеобщей цифровизации. И применить к уважаемым гостям те меры, которые действуют в отношении граждан Российской Федерации, вполне возможно и технологически нормально. Тем более, что правительство может устанавливать, согласно законопроекта, сроки введения тех или иных квот и тех или иных ограничений. Спасибо большое. Дмитриева Оксана Георгиевна. Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а вот миграционная служба, есть у нее какой-то анализ сейчас, на данный момент времени, доля занятых мигрантов в каких конкретно отраслях и какой там уровень заработной платы? Действительно ли там такой низкий уровень заработной платы, что соглашаются только мигранты, или он уже дошел до такого уровня, что и наши соотечественники, наши граждане вполне могут занять эти рабочие места? Спасибо. Уважаемая Оксана Генриховна, значит, средний объем переводов трудовых мигрантов в месяц составляет примерно 48 тысяч рублей в месяц. В то время, когда это было сделано, это, так сказать, анализ, среднемесячная медианная зарплата граждан Российской Федерации была оценена по данным Росстата в 32 422 рубля. Эти данные запаздывают, но тем не менее средний мигрант посылает домой примерно в 1,5 раза больше, чем зарабатывает средний гражданин России. Так что речь идет не о том, безусловно, есть рабочие места с низкой оплатой труда, с ужасными условиями существования, но в среднем мигранты зарабатывают больше граждан России. Это связано, на мой взгляд, с политической властью, которой обладают в нашей стране соответствующие этнические группировки. Спасибо. Спасибо, коллеги. Есть ли желающие выступить? Включите запись на выступление. Покажите список. Туров Артем Викторович, пожалуйста. С места. Место. Коллеги, добрый день. Слушайте, но, к сожалению, мы опять слышим и видим открытый популизм. Популизм, в котором наши коллеги выступают с поддержкой закона, с притянутыми, к сожалению, цифрами, которые хотелось бы узнать, где они берут их, откуда эта информация. Особенно касаемо части заработка одного гражданина, там, мигранта, да, и пересылкой, и отправкой денег там, в другие страны. Это первое. Второе, знаете, попахивает таким дешевым, махровым национализмом. Слушайте, мы здесь все должны относиться очень бережно к той мультикультурности, которая сформировалась за тысячелетия нашего государства. У нас населяют нашу страну разные этносы, разные народы. И всегда мы мирно жили, несмотря на различия вероисповедания, на различия в каких-то культурных вопросах. Но у нас намного больше общего, и ценности наши традиционные как раз подтверждают это. Правильно сказал мой коллега по комитету, попытка
продублировать уже действующий механизм, который достаточно гибкий и дает возможность оперативно реагировать на те нужды, которые нужны нашей экономике по потребностям в трудовых ресурсах в разных отраслях экономики. Этот механизм уже есть, и он оперативно может влиять на решение в той или иной отрасли экономики по увеличению или уменьшению тех квот, которые используются для трудовых мигрантов. Но и давайте не забывать, у нас в рамках законодательства у нас приоритетное право на трудоустройство граждан Российской Федерации действует. Мы должны от этого отталкиваться, опираться на это. Поэтому, коллеги, фракция «Единая Россия» выступает против данного законопроекта, просит не голосовать за него, потому что он дублирует уже существующие нормы, установленные правительством Российской Федерации. Спасибо. Матвеев Михаил Николаевич. Михаил Геннадьевич, здесь, конечно, такой наезд на вас не из-за того, что тут спор идет, что лучше мультикультурализм. Это, кстати, западный термин, да, и до чего доигрался западный мир и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе западной, где там горят целые поселки в результате вот этого мультикультурализма, наверное, все уже знают. А у нас это дружба народов, причем народов Российской Федерации. И здесь не нужно делать подмену понятий, потому что толпы мигрантов, которые на самом деле никакими трудовыми не являются, они просто переселяют и заселяют нашу землю. Они с таким же, точно так же отбирают работу и у якутов, и у бурятов, и у татар, и у русских, и везде. И когда мы говорим о том, что здесь экономика-то, в общем-то, на самом деле построена на глубоко серых схемах, то вот это вот лобби, которое не позволяет ввести порядок экономический, именно защита рынка труда россиян, оно, собственно, и выступает под разными личинами, то обвиняя в национализме, то в разжигании, то ли еще в чем-то. На самом деле выкачиваются огромные деньги из страны. Огромные деньги, которые могли бы работать в экономике нашей. Мы на эти средства датируем иностранные государства, которые сегодня дружественные, завтра не очень. Пройдет какое-то время, может быть, окажется, что они совсем не дружественные. Поэтому абсолютно, на мой взгляд, разумное предложение, тем более, что у регионов сейчас такие полномочия есть, но не все губернаторы быстро думают и быстро созревают. Есть опыт ряда регионов, Амурская область в частности, насколько я помню, где отказались от труда мигрантов, стала расти заработная плата. Ведь что такое, в общем-то, неконтролируемая миграция, которая ничем не ограничена ни в каких процентах? Это целые дивизии штрихбрехеров, которые не позволяют собственному российскому пролетариату повышать заработную плату и повышать производительность труда. И сложились целые сетевые структуры, включая различных там агрегаторов такси, то есть и так далее, которые полностью заточены на вот эту как бы этническую экономику, и туда уже просто не может попасть местный житель. Это происходит в Москве с МУП «Жилищник», это происходит с различными там структурами, которые связаны с системой доставки и так далее. Если мы этой системой не займемся очень серьезно, то в конечном итоге эта теневая экономика начнет быть соизмерима с экономикой обычной, которая у нас существует. Возникает параллельное государство, целая сетевая структура, в которую вложены огромные деньги. Поэтому борьба здесь идет не за идеологические какие-то вещи, а за то, чтобы те средства, которые есть в экономике нашей страны, работали на Россию и на наш российский народ. Дмитриева Оксана Геннадьевна, с места. Спасибо. Сразу хочу сказать, что я поддерживаю законопроект Михаила Геннадьевича, считаю, что он абсолютно правилен, и вообще постановка вопроса анализа структуры использования трудовых мигрантов
в каких отраслях они заняты, какую долю они составляют в рабочей силе, какую заработную плату они получают, и насколько привлекательно это рабочее место для наших граждан, и тоже прошу разделять граждане и не граждане, это принципиально разные вещи. Да, Россия многонациональная страна, но все наши разные национальности – это граждане. А сейчас в законопроекте Михаила Геннадьевича речь идет о трудовых мигрантах, то есть не гражданах, которые к нам приехали по определенным квотам. В целом, неправильная была постановка в миграционной политике. Все время говорилось о том, что нам нужен прирост населения за счет мигрантов, что у нас естественный прирост отрицательный, и что мы за счет мигрантов, за счет миграционного прироста обеспечиваем рост численности населения. Это неправильная постановка вопроса. Надо исходить из того, что мы должны минимизировать количество мигрантов, в целом минимизировать и строить экономику таким образом, чтобы потребность миграционной рабочей силы была минимальна. Как это сделать? Во-первых, развитие высокотехнологичных отраслях. Вот я все время обхожу предприятия. Ни на одном практически предприятии промышленном в Санкт-Петербурге, особенно те, кто работает на оборонный заказ, не заняты мигранты. И там нужны профессиональные специалисты. Причем заработная плата там меньше, чем вот у доставщиков или у тех, кто занят на стройке. Второе. Действительно требуется анализ тех отраслей, которые преимущественно используют труд мигрантов. Это ЖКХ, это строительство, это дорожные работы. И тоже вопрос, а насколько там они настолько так необходимы, что мы не можем их заменить специалистами, гражданами Российской Федерации. Мы можем, только, конечно, должна быть другая оснащенность трудовая, другая производительность труда, но она будет, потому что трудовые навыки, пусть меня обвиняют чем угодно, но трудовые навыки и способность к труду разные трудовые навыки, причем рабочих профессий у наших граждан выше. Поэтому объективно, если они будут работать в том числе и в системе ЖКХ, и в системе строительства, у них производительность труда будет больше. Спасибо. Представитель правительства, президент, правительство. Нет? Заключительное слово, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, еще одна цифра. У нас в стране патентов иностранным рабочим выдано 2,1 миллиона человек, 2,1 миллиона штук. Все остальные либо работают нелегально, да, либо просто сидят на социальных пособиях, разрушая нашу и так изнемогающую систему социальной помощи. Мультикультурализм, извините, умер на Западе, поэтому сейчас его тащат к нам и внедряют его сюда здесь всеми силами. Значит, я очень болезненно отношусь к национальной проблематике. Так получилось, что у меня очень много друзей самых разных национальностей. Но межнациональную рознь разжигает не попытка защиты интересов России от тех, кто Россию уничтожает. Межнациональную рознь разжигает в нашей стране сегодняшняя политика. Потому что родителям ребенка, который учится в школе, где, повторюсь, 30% класса по-русски говорить не хочет, многие не могут и не хотят учиться, и занимаются просто этнической преступностью. Объяснять про дружбу народов, про интернационализм, про мультикультурализм совершенно не имеет смысла. Потому что тот быт, в который они погружены нашей сегодняшней политикой, рождает абсолютную национальную ненависть. И является, строго говоря, тем, что предусмотрено статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, разжигание ненависти к социальной группе власти. Мы своей политикой здесь сейчас ненависть к самим себе, в первую очередь к самим себе, и разжигаем. С дискриминацией по национальному признаку граждане Российской Федерации сталкиваются каждый день, особенно граждане русской национальности.
В Москве в 2009 году, когда был кризис, по заявкам на биржу труда не брали на работу русских по многим фирмам. Это было 2009 год. Это были этнические фирмы. Люди с биржи труда приходили к ним и им говорили: ребят, вы русские, идите отсюда, или по-хорошему, или уйдете по-плохому. Очень честно, внятно объясняли. Мне таксист, кстати говоря, с Кавказа 2 недели назад рассказывал, это не первый случай, когда мне такое рассказывают, что он попал в котельники, его привез пассажиров в котельники, а выехать оттуда с заказом не может, потому что заказы делают выходцы из Средней Азии, судя, так сказать, по именам, и они видят, что ни их соплеменник, ни их, так сказать, соотечественник, и сбрасывают заказы, чтобы не платить чужим. Уже людей с Кавказа дискриминируют по национальному признаку в Москве. А мы говорим: ой, реальность, это же пропаганда ЦИПСО. Почему такие речи возникают? Во-первых, есть недобросовестный бизнес, который завозит, по сути дела, рабов. Это остается, несмотря на то, что у нас уже врачей завозят из Африки и так далее. Во-вторых, что очень важно, у нас некоторая часть чиновников по непонятной мне причине ведет себя так, как будто они искренне считают коррупцию основой государственного строя. Значит, нужно заместить для них, даже если они лично честные, людей, которые воспринимают коррупцию, носители культуры, которые воспринимают коррупцию как преступление, это в первую очередь русская культура, носителями других культур, которые в силу большей социальной катастрофы воспринимают коррупцию как нормальную деловую транзакцию. Наконец, в-третьих, то, что я сказал мельком, отвечая на вопрос, у нас уже сегодня есть политическая власть диаспор. Потому что если помидор из Ташкента до Москвы растет в цене в 5-7 раз, и государство не занимается протекционизмом, не занимается защитой своих производителей и не забирает основную часть этих денег в виде таможенных пошлин, то эти деньги отдаются этнической диаспоре. И диаспора направляет их не на социальную защиту, а на приобретение политического влияния. У них есть свои юристы, свои журналисты, свои общественные деятели. И я думаю, политическую власть диаспор мы увидим здесь, в этом зале, в том числе при голосовании по этому вопросу. Спасибо. Так, коллеги, ставится на голосование проект федерального закона. Я прошу прощения, докладчик, заключительное слово. Нет? Ставится на голосование проект федерального закона о внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации в части установления предельной доли иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики, и установления запрета их привлечения к трудовой деятельности. Пункт 23. Включите режим голосования.